Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас. А тема звучит так. От чего отведут вас высшие силы? Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на себя. И давайте посмотрим. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы. И послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, а вы ведь под защитой находитесь. Вы и еще один человечек. Либо детки, да. Может быть, детки, ваши дети, ваши внуки, либо человек, который младше, чем вы по возрасту. То есть здесь одна защита на двоих идет. Вот вас защищают. Защищают и оберегают. Какая-то особая привилегия есть у вас. Либо вы силой своей любви можете защищать своих детей. Вот это, чтобы вы знали. Так, что от вас отведут? Какие-то необдуманные решения. Вот у вас есть мысли, у вас есть планы, мечты, да? Но не проработанные, сырые. Вот из серии «хочу и все». Зачем, как? Вы об этом не думаете. Вы просто думаете о своих желаниях. Вот здесь четко показали, что некоторые из ваших желаний, вот если бы они исполнились, как вы вот мечтали, представляли, они бы не принесли вам в благо, а наоборот могли бы вам навредить. Звучит, я понимаю, сейчас многие скривились, но поверьте, так в жизни иногда бывает. Вот самые ваши заветные, да, вот то, что прям аж болит, хочется, аж болит, вам не дается, потому что вам в данный период времени это не принесет благополучия и удовольствия не принесет, а наоборот сделает вашу жизнь чуть побеспокойнее, да, это я так мягко говорю. Ваши мечты и желания обязательно исполнятся. Придет время, придет час и будет исполнение. Сейчас не готовы, нет ресурса, нет возможности. Даже если исполнится, вы не сможете это в руках удержать. Понимаете? Дождитесь своего часа. Высшие силы, они ведь мудрые, они ведь все знают наперед. Здесь четко показали. Сейчас вам блок идет, а вот в будущем, вот кого-то прям дождь из исполнений, из желаний ждет. Так, девушки, женщины, мои дорогие, вот у кого-то мужчина пропал, ну был и нету, да, исчез, уехал, там заблокировал, никак не выходит на связь. Вас от этого мужчины отвели, вас защитили от этого человека. Я понимаю, сейчас многие будут напрягаться от моих слов, но, пожалуйста, выслушайте. Мужчина выдавал себя не за того, кем есть на самом деле. Этот человек для вас, для вашей жизни был очень опасным. Просто невероятно опасным. Не обманывайтесь на его этот костюм, который он на себя одевал, да, на эту его маску, в которой он перед вами был. На самом деле он ужасный. Он, ну вот кого-то прям как одержимого показывает. То есть человек с хвостом, с вилами, еще и с ножом. Представляете? То есть, может быть, у него какие-то наклонности садистские, может быть, у него какая-то скрытая форма какого-то тяжелого душевного заболевания. То есть до поры до времени это было не видно. А вот если бы вы с ним вместе были, он мог бы даже и на преступление пойти. Понимаете, человек себя не контролирует. Вот теряет контроль над собой, становится лютым зверем, ну и сами понимаете, да? Вас избавили от боли и ужаса. Мне, знаете, даже страшно заглядывать в этот рисунок. Я боюсь.
Я боюсь, что мне могут показать. Да, вот этого образа я боюсь. И знаете, я не хочу это видеть. Вот честно, не хочу. Примите, как я говорю. Давайте опустим эти подробности. Боженька вас спас, уберег, поблагодарите. И не думайте вы об этом, мужики, забудьте вы о нем. Перекреститесь, перекреститесь. И вот 3 раза скажите: чур меня, чур меня, чур. Вот такой этот человек, понимаете? Слава Богу, что он ушел из вашей жизни. Слава Богу, что его прям вытолкали, пинками вытолкали из вашей жизни. Какой-то невероятно опасный тип, и туда ему и дорога, мои хорошие. Так, а чего еще вас уберегут, либо уже уберегли высшие силы? Здесь вот показывает женщину, подругу, знакомая, приятельница, коллега, родственница. Женщина, в принципе, неплохая, и вы эту женщину любили. Любили и любите до сих пор. Вы хотели с ней общаться, вы хотели быть с ней на связи постоянно. Но так вышло, что эта женщина уехала, да, уехала, она сейчас не рядом с вами, ее нет в вашей жизни. Вот. Ничего плохого она вам не делала, ничего плохого о вас не думала. Наоборот, вы дружили, хорошо друг к другу относились. Вы жалеете о том, что так произошло, что вы вот по жизни как бы потерялись, расстались. Друг от друга, например, сейчас далеко живете. Значит, мои хорошие девочки, почему так произошло? Вы смотрите, как эту женщину от вас, да, действительно отвели. Но, девчоночки, это вот касается вашего личного. Если вы в браке, то она бы 100% попыталась бы отбить вашего мужа. Если вы еще не в браке, вы обязательно создадите семью. Вот она будет пытаться забрать вашего мужчину. Да, могла бы пытаться забрать вашего мужчину. Она бы стала вашей конкуренткой. Она бы вам вредила. Из лучшей подруги превратилась бы действительно во врага, понимаете? Чтобы не портить ей карму, чтобы вам психику не портить, просто вас развели. То есть, знаете, как на опережение, на будущее высшие сработали. Вот, не жалейте. Да, у вас были прекрасные моменты. Ну, поблагодарите эту женщину за то доброе, светлое, что она внесла в вашу жизнь. Отпустите, пусть идет, живет своей жизнью. Так она в вашей памяти, в вашем сердце осталась добрым человеком, подругой. А если бы она не уехала, да, вот если бы так не случилось, поверьте, было бы ой, как плохо. Потерять подругу — это очень больно. Ну а нажить себе врага в лице подруги — это еще хуже. Так, следующий момент. Здесь какие-то жулики, аферисты, мошенники, какая-то группа людей. Люди, как призраки. Вроде как есть, а вроде как и нет. Может, у них не настоящие документы, может быть, у них вообще какая-то жизнь поддельная идет. Люди могут заниматься всякими махинациями, не знаю, бандитизмом каким-то, вымогательством, разводить других на деньги, да, какие-то, может быть, там, финансовые махинации. Это у вас в будущем идет. Эти люди будут вас очень долго обрабатывать. Это не один человек, они как-то группой работают. Будут вас обрабатывать, уговаривать, куда-то заманивать. Вот. И в момент, когда вы захотите им довериться, вот, да, дать, например, свои денежки, там, подписать какие-то документы, договора, вам будет послан человек, который вас прям отрезвит, да, вот прям такую стряску для вас сделает и скажет: что ж ты делаешь, не ходи, они же мошенники, они же тебя обманут, по миру пустят. И вот этот человечек вас просто в последний момент за руку выдернет вот из этой ловушки, из этого капкана. Видите, здесь высшие силы через человека сработают. Так, уберегут вас от мошенников. Их много, смотрите, какие они проворные. Вы кинетесь искать, а потом окажется, что вот имена, там, не знаю, паспорта, которые они вам показывали, там, документы, которые предоставляли, все это не настоящее, просто бумажки.
бумажки, на которых что-то написано либо напечатано. У вас прям волосики зашевелятся, да, вот так на минуточку подумайте, куда я могла попасть, с кем я могла связаться, и что бы со мной было. Вот, в последний момент вас спасут. Дальше, мои хорошие. Кто-то живет в семье, где вас не ценят, не уважают и очень часто обижают. Такое впечатление, что это, ну, например, родственники. Ваши родственники, либо родственники вашего мужчины. Какие-то постоянные придирки, какая-то бесконечная критика, шпильки, уколы. Очень много вы натерпелись нехорошего. Такое впечатление, что жизнь украли, да? Жизнь украли. Ну, по крайней мере, вот вырванные годы идут. Годы, когда вы могли жить, наслаждаться там, с собой, своей семьей. Вот это все прошло мимо. У вас получились из-за них слезы, болька и страдания. И даже какой-то блок и ограничения у кого-то был. Вот. Люди, очень нехорошие люди. Знаете, я так скажу, вот они против вас что-то будут замышлять, вот как хотят нанести вам финальный удар, да, вот прям избавиться от вас, либо разбить вашу семью хотят. И вот они что-то такое грязное, черное замышляют против вас. Вот. В этот момент вмешивается высший суд. Знаете, каким образом? Покосит их. Покосит. Вот они стоят, как колоски, да, здоровые колоски такие вот стоят в поле. А тут коса по ним идет, да, и их скашивает. То есть они падают. То есть лишают жизненных сил, энергетики лишают. Ну, я так понимаю, это болезни какие-то, болезни. Вот именно по здоровью очень сильно пострадают. Вот. Вы все узнаете, они вам сами признаются. Вот идет мне, по крайней мере, вот один из этих людей, он как чувствует, что буду уходить, да, вот прям вам все расскажет, вот что они против вас сделали, вот прям глаза на все откроет. Есть такие страшные вещи, о которых вы даже и не думали, вот что они хотели либо делали против вас. Кстати, у кого-то отыграется, что родственники мужа даже магию могли применять к вам, чтобы вас сосвету жить. Ну, вот это будет признание такое черное, такое страшное. Вы с трудом это все переживете. Вы, конечно, знаете, что они там недобрые люди, но чтоб настолько ненавидеть, за что? За что? Вы же ничего плохого им не сделали. Боже мой, Боже мой. Знаете, убедитесь вы, что высшие силы сверхсправедливы, что от наказания ни один лихой человек уйти не сможет, что наказание – это дело времени, да? Дело времени. Рано или поздно настигнет, в этом вы убедитесь. Вы будете об этом говорить своим детям, своим внукам, правнукам будете об этом говорить, в назидание будете говорить. Вот, со своей историей жизни. Покосит. Ваших вот этих родственников, пусть это ваши, либо мужа, покосит. Вот прям в самый вот ответственный момент, когда они готовятся нанести вам удар, их прям скашивает, что-то вот прям покосит их. Так, от чего еще отведут вас высшие силы? Здесь у меня выходит какое-то животное. Я так понимаю, то ли больное животное, то ли агрессивное животное. Может быть, какое-то нападение животных идет на вас. Вот здесь за вас ангел заступится. Знаете, как, девочки, иногда выходишь из дома, да, ну, например, думаешь, вот сейчас я пойду дорогой привычно, идешь, а там дорогу, например, ремонтируют, и вам приходится идти в обход. Либо вы должны куда-то ехать, вы идете, а прямо перед вашим носом, как говорится, двери, например, транспорта закрылись. И вы так думаете, о, разочарована, я не успела, ой, теперь времени больше потрачу. А на самом деле вас отведут именно вот от беды. Какое-то действительно животное, очень крупное, кстати, животное. Да. У кого-то отыграется, что, может быть, животное как кинется на вас, а как в последний момент остановится. Но вот страху натерпитесь. Сразу хочу предупредить, что прям вижу, кто-то испугается от животного. Но ничего прям такого катастрофичного я у вас не вижу.
Если у кого-то даже и будет укус, ну, это самый крайний случай, ну, ничего прям страшного не произойдет. Испуг может быть, а вот каких-то серьезных травм, там, потом заболеваний от этого животного нет, не будет, не вижу. Ангел заступится, ангел крылья раскрывает над вами. Так, еще очень важный момент. Это касается любви, любовных отношений на работе. На работе, либо на учебе. Мужчина не свободный, может быть, и вы не свободны. Очень сильная тяга к мужчине, очень сильная. Любовь прям такая безумная. Но здесь вот больше похоже на оморочку, на очень сильную привязку похоже. И вас к мужчине очень сильно тянет, и мужчину к вам очень тянет. Но не получается быть вместе. Вам не дадут с этим человеком вступить в отношения. Если бы вы смогли вступить в эти отношения, вы бы разбили себе сердце просто вдребезги. И мужчина бы себе сердце разбил. Вам бы вместе быть не дали. Там к этому мужчине такие руки мохнатые, когтистые тянутся. Там какие-то страшные люди им управляют, либо в нем очень заинтересованы. Там бы были приняты все возможные и невозможные меры для того, чтобы вам не дать быть вместе. Вы могли бы пострадать как и душевно, да, сердечно могли бы пострадать, так и физически. Поэтому вам вместе быть не дадут. Вот. Не принимайте это как наказание, примите это как спасение. Так, и еще момент для тех, кто в браке никак не может развестись или разойтись. Но вот что бы вы ни делали, вот какие бы решения ни принимали, а все равно вас вместе оставляют. Вместе и все. Не дают вам развестись, вот хоть тресни. Значит, мои хорошие, это брак кармический. Да, он сложный, да, он непростой, да, много вы тут и слез я вижу ваших, и мужчина тоже по-своему страдал, это я вижу. У вас как в плюс, так и в минус постоянно уходит. Кармический брак. Вы должны этот брак довести до ума. Вы должны научиться друг друга принимать такими, как вы есть. Вас не выпустят из этого брака. Вы друг другу очень и очень нужны. С одной стороны, это для прохождения вашей кармы. Для, знаете, как зачет надо сдать, да, чтобы душа вышла на новый уровень. И второй момент. В вашем будущем, совместном будущем будет такая ситуация, где поодиночке вы просто не пройдете. Вы должны идти именно вдвоем. Вот чтобы получить нечто грандиозное, нечто важное и улучшающее и вас, и вашу жизнь, и дарующее прекрасное будущее. Не могу сказать, что это за ситуация, но только на двоих дается. Либо в одиночку не вытянуть эту ситуацию, невозможно ухватиться за нее и себе взять, а вот вдвоем получится. Поэтому, мои хорошие, поэтому не отпускают. Не отпускают и не отпустят. Я вас сейчас удивлю, но вы с этим человеком еще счастливой будете. И он также с вами будет счастливый. Да, как бы вы там друг к другу сейчас не относились, поверьте, вы еще друг друга изучать будете, любить друг друга будете, будете счастливой парой. Знаете, вот такие вот пожилые люди, которые там празднуют 50 лет вместе, 70 лет вместе, вот очень похожи на вас, которые без слов друг друга понимают. Вот, это вы. Вы можете мне сейчас не поверить, но вот высшие силы именно так и показали. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо вам всем за внимание. Знайте, что высшие силы в беду вас не отдадут. Ничего дурного, прям ужасного я не вижу. Знаю, что вас защитят, знаю, что за вас заступятся. Вы, главное, не забывайте просить. Почаще обращайтесь к своему ангелу-хранителю. Просто своими словами. Просите, обращайтесь. Он всегда рядом, он всегда вам поможет. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.